Первыми вирусными в социальных сетях стали выступления жителей о коррупционных действиях мэра города Токмок. Немедленное реагирование на заявление граждан самого главы ГКНБ и дальнейшие принятые жесткие меры по отношению к погрязшим в коррупции чиновникам вызвали бурю гражданского негодования в социальных сетях. С сентября в Кыргызстане начнется масштабная проверка госслужащих. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил и глава государства. Как работают главы государственных администраций на местах? Какие результаты, кроме максимального сокращения уровня государственных затрат на зарплату муниципальным служащим, урезание их служебно-исполнительных полномочий, дала АТР – административно-территориальная реформа? Прошел год. Что изменилось в регионах? Об этом тоже в наших сегодняшнем и следующих выпусках. Особенно в 2022-2023 годах общественность видела и слышала о крупных внутренних президентских инвестициях во все сферы экономики и социальной жизни, получала дозированную информацию об использовании государственных средств не по назначению. На этой почве между разного уровня чиновниками разгорались ссоры, и все заканчивалось тишиной. Такой исход поведения в принципе и ожидался. С конца 90-х прошлого века, с внедрением в экономику политики разгосударствления всего, в стране разворовывалось все – земли, государственные хозяйства, заводы и фабрики. Развязка должна была наступить. Из общественной памяти еще не ушли в забытье программа Чернышевского «Что делать?» и ленинский ответ «Кто виноват?». В начале прошлого века, согласно трудов Маркса и Энгельса, Владимир Ленин вывел формулу становления советской государственности. Государство – это орган насилия, и свои интересы он защищает согласно принятым нормам и жестко. Историческая память должна была сработать. Этого шага в стране ждали. Так и случилось. В лучших традициях марксизма-ленинизма на уровне высшей власти страны сегодня отвергнуты анархизм, реформизм и коррупционизм. Общественность дождалась. Впервые за годы независимости в стране началась беспощадная война против расхитителей государственной собственности и казенных средств. Со своей стороны и мы, представители государственной телерадиокомпании ЛТР «Кыргызстан», по заданию руководства канала материалы своего журналистского расследования решили провести в рамках объявленной борьбы с нарушителями законности в стране. Итак, что делать? Проблем у героя нашего журналистского расследования Александра Подлобухова за последние годы накопилось много. Один из самых уважаемых фермеров бывшего Аламедунского района, а ныне после проведения административно-территориальной реформы житель пригородной бишкекской окраины Восток сегодня переживает очень непростые дни. Вот советское время, цены. В советское время, насколько я помню, цены были. Литр солярки стоил 3 копейки. Килограмм пшеницы стоил 10 копеек. Литр молока стоил 20 копеек. Мы могли килограмм пшеницы продать и купить 3 литра солярки. На сегодняшний день килограмм пшеницы стоит максимум 20 сомов. А литр солярки стоит 73-74 сома. Сейчас, чтобы нам купить 1 литр солярки, нам нужно продать 3,5-4 килограмма почти что пшеницы. Он создал образцовую животноводческую ферму с идеальными условиями для содержания маточного косяка известных бельгийских и голландских высокопородных свиноматок. Порода характеризуется высоким выходом мяса. Вся наша семья старается так, чтобы все это было. Потому что стараемся, чтобы все было чистенько, чтобы скот у нас тоже к чистоте привыкли сами и постараемся, чтобы здесь было поддерживалось. Самый высокий индекс выращивания свиней показывает Чуйская область, где зарегистрированы 25 тысяч голов этих животных. Санитарные нормы здесь соблюдены на самом высоком уровне требований гигиены, потому как без медицинской стерильной чистоты обитатели этих вольеров просто не выживут. Они у нас живут, по-моему, очень шикарно. Инвестиции в развитие собственного бизнеса сделаны из собственных накоплений, и потому члены семьи нашего героя ставили дело на собственной ответственности. Быть или не быть?
Получилось. Подлобухов и ИК создали надежный бизнес. Последняя жалоба местных активистов на фермера Подлобухова была направлена в БГК – Бишкекский городской кеңеш. Жители Берендика жалуются, что после 10 вечера, 11 вечера вонь говорит. Но специально тот раз, именно ночью я ездила, Александр Юрьевич. Именно вот территория Александра Юрьевича, там запаха нету. 2 коровы держишь, и то запах будет. По-любому. Когда кушают, запах не чувствуют. А когда выращивают, значит им запах. Я как бывший депутат до этого знала, что в Лебединовке находятся малые предприниматели, малые фирмы. Я до этого слышала, но ни разу не была там. По комиссии, по этим событиям я сама пошла и посмотрела. По санитарным нормам все соответствует, там все чистота идеальная. Сейчас в данное время малый бизнес старается что-то делать, предприниматели что-то делают, стараются для народа, хотят выпускать экологически чистые продукции, экологически чистые другие еще производители, но этому бизнесу, этому малому бизнесу, этому предпринимателям со стороны мешает, отдельные люди мешают работать. 20 июня всего 2025 года в присутствии заявителей, представителя депутатского корпуса Бишкекского городского кеңеша и болельщиков самого Александра Подлобухова состоялась разборка этой самой жалобы. Вот 2 года назад тоже собирались. Я тогда грозил, что сожгу эту ферму. Помните? Помню только. Никто тебя не сжег, никто тебя не бил. Да подожди, объясни все. Давайте вкратце, да? Именно по закону говорю. Да подожди, не перебивай, Йоко. Я ж тебя... А кто ты такой? Александр, давайте собрать. Что, борзый, что ли? Давайте. Не перебивай, когда говорят. Я не про тебя говорю. 3 года последний раз, когда собирались, вся Шушура собиралась. Решение где? Тоже точно так же говорили. Мы решим, мы от закона посмотрим все. Заявители эмоций не жалели и не стеснялись присутствия столичного депутата. Это видео нам скинули присутствовавшие на последних разборках односельчане Александра Подлобухова. Как, наверное, заметили наши телезрители, представители государственных и муниципальных служб, членов комиссии, заявитель окрестил Шушерой. И этот неприятный инцидент остался вне поля зрения председателя новой разборочной комиссии депутата городского кеңеша. Такое нивелирование статуса государственных служащих в устах представителя местного бумонда породило у нас недоумение. Что же вы, уважаемые представители государственной власти, дали загнать себя ниже плинтуса? Государственную структуру дали распнуть, как половую тряпку. Безобразный инцидент. Вопрос, как часто служители государственных учреждений позволяют по отношению к своей персоне подобные безобразия. Осведомлен ли о подобных безобразиях или прямых оскорблениях представителей государственной службы глава Свердловской государственной администрации Аким Капарбек Адиев? Едем в администрацию, ждем, через полчаса узнаем. После обеда Акима вызвали на совещание в мэрию. Этот день – пятница, 27 июня 2025 года. До конца рабочего дня Акима не было на рабочем месте. Теперь, следуя формату нашего репортажа, мы просто обязаны выслушать мнение Акима, как в уверенной ему территории любой человек может оскорбить, унизить не только своего соседа, но и представителя официальной власти. Я ж тебя... А кто ты такой? Утро понедельника. Это 30 июня 2025 года. Ждем-с. Мимо нас проскакивает Юлой Аким Адиев. Чиновник опять спешит в мэрию на совещание. Еле успеваем поймать чиновника в объектив. Вместе поедем тогда в мэрию. Не в мэрию, Бишкек архитектурда, мэрдің немесінде совещание өткөрді. Я не могу мэрдің совещаниясына опоздать. Вы можете подождать меня здесь или приехать в другое время тогда. Как совещание закончится, приеду. Вы мне скажите, я же тоже ответственный адам, да? Я же не могу Минут я вам не могу сказать. Что, приблизительно скажите? Приблизительно 11:30. 11:30? Да. Хорошо, 11:30 я буду. А фронт ускользнул. И, конечно, ни в указанное им время, ни потом мы его уже не дождались.
Наше ущемленное журналистское самолюбие тешит информация социальных сетей о том, что в сентябре президентская администрация начнет проверку соответствия государственных служащих государственным стандартам. Кроме этого, мы побывали с вопросами о соответствии животноводческой фермы нормативным требованиям соответствующих служб. Первая из них – ветеринарная служба города Бишкек. Айылға жетпей өзінше қорылған, жашнақай салынған чоң чарбада. Аны біз қанша рет барып жүрөбүз. Және жоғарыда айтып кеттім, біздің адистер бекітілген жерінен иш алып барып атат. Бұл кишинин малын бар бүт көзөмөлдө турат бізден. Емдөө иштер өзү баганда жүрүп атат. Орған мал жоқ. Орған мал Зиян жоқ. алып келген ешқандай еш табылған жоқ. Ошол жакта жеринде тургундарга мал оорулуу мал менен андай мындай деген зыян алып келген эчтекеси жок. Далее едем к руководству муниципального территориального управления Аделету Качкамбай-Улу. Нарушений нет, заявляет руководитель МТО. В селе Восток свыше 400 дворов. Более чем в 100 дворах содержится разная живность, в том числе и свиньи. Произведенные неудобства от своих сельских животных активисты терпят. А вот работа фермы некоторым из них не дает покоя. Штрафта салышкан жок, вет управления. И санэпидемстанцияда штрафта сал, нарушение табышкан жок. Ферма болгондон кийин сактоочу жайда болуш керек. Ошол боюнча вет управление нормага туура келтирип бетондотуп жазуу боюнча сунуштарын беришти. Ал боюнча ферманын ээси да жазайын деди, бирок эми ал деле жазалганда үстү ачык боюнча турат экен. Восток айылында канча короо бар? 450 450 короо болсо 450 туалет бар да. Ооба. 450 кожолуктун деле бир жок дегенде бир 100 кожолугунда ушул жердеги жашоочулар деле мал кармашат. Уй кармашат, кой кармашат, чочко кармаганы бар, тоок кармаганы бар, жылкы кармаганы бар ичинде. Ал жер мурун шаар кошулганга чейин айыл болгондуктан айылдык деңгээлде өздөрү мал чарбачылыгын чакырып. Анан ошол жерде мал сойгондагы жер бар экен, жай бар экен. Ошол жерде малды өздөрү союп туруп, ошол жерден сатып алып чыгышат экен. Ооба. Ал жагынан дагы мындай бир эми айыл жеринде болгондон кийин булар туура түшүнүш керек да. Документи негизи туура, буга чейин да комиссия менен ал жака барганбыз. ЕАЭСтин стандарттарына туура келген чыгым. Теперь заключение экспертов нашей программы. Доля сельскохозяйственных субъектов Кыргызской Республики имеет тенденцию к снижению. Если в 2019 году показатель был на уровне 14,7%, то в 2023 выпуск продукции сельского хозяйства снизился до 11,7%, что составило 3%. Единственная утешительная информация. Основной вклад в валовый выпуск продукции сельского хозяйства в разрезе регионов 2023 года отметили хозяйство Чуйской области, составив 25,4%. Среди них и хозяйство Александр, семейная ферма Подлобуховых. Они подрастают, больших сдаем, и так кругооборот идет у нас вот 600, 650 плюс-минус, вот это идет по году. До 700 максимум будет. Сколько человек работает? Сколько человек обеспечено работой? Здесь обеспечено. Ну тут у нас в основном все автоматизировано. Например, вот здесь вот у нас работает один человек на свиноматках. И на поросятах, где с этими тоже 2 человека посменно, чтобы дежурить. Совершенствовать формы и механизмы управления в сельскохозяйственном комплексе возможно только с применением рыночных механизмов при государственном регулировании. Наш визави благодарен президенту Садыру Джапарову за небывалые ранее государственные преференции в отрасли. От государства идет большая помощь. Они, как вам сказать, они отменили все налоги для сельского хозяйства. Мы не облагаемся налогами. Мы только платим налог, соцфонд платим за землю, и налог был на землю. Но в данный момент наш президент ввел мораторий. До этого 3 года отменили налоги на землю, и сейчас до 2030 года налоги отменены. То есть идет поддержка со стороны государства, чтобы развивалось да. сельское хозяйство. И налоги мы никакие налоги. Вот сельхозпроизводители мы налогами не облагаемся.
Президент Садыр Джапаров сформулировал задачу продовольственной безопасности страны. Теперь всем уровням исполнительной власти предстоит создание благоприятных условий для обеспечения страны продовольствием, малое из которых не мешает сельским товаропроизводителям нормально работать. А пока официальный Бишкек в лице своего ответственного чиновника, кажется, так и не понял целей и задач президентской программы по продовольственной безопасности в стране и своей кондовой неготовностью к руководящей чиновничьей работе позволяет унижать и добивать действия законопослушных фермеров. Мы вернемся к этой теме в рубрике «Резонанс». До встречи!